Сигнал о бедствии поступил на пульт пожарной охраны в 16 часов 37 минут 4 апреля. В квартире на третьем этаже дома номер 16 по улице Силкина произошло несчастье. Разбушевался огонь, наблюдалось сильное задымление. В квартире горело имущество жильцов. Ну это что-то мягкая мебель или это… Ну, полностью выгорела детская комната. Кровать, все, белье, одежда. Эвакуировали жильцов из этой квартиры? То есть там был на момент возникновения пожара? Из этой квартиры мы жильцов не эвакуировали. Мы когда прибыли, мама с двумя детьми стояла на личной площадке. Мы их вывели из подъезда на улицу. Задействовав средства защиты дыхательных путей, пожарные эвакуировали из дома еще 10 жильцов, включая 6-месячного ребенка. Не оставили без внимания и просьбу пожилой женщины спасти собаку, оставшуюся запертой в квартире как раз над очагом пожара. Было направлено звено в эту квартиру и вынесли маленького кутенка. Благодаря умелым слаженным действиям личного состава в ходе пожара никто не пострадал. Пожар был ликвидирован, локализован в кратчайшие сроки. Сейчас 4-й подъезд дома номер 16 по улице Силкина выглядит печально. Хотя часть копоти на стенах удалось отмыть, все равно потребуется косметический ремонт. Какие средства придется задействовать для его проведения? За разъяснениями мы обратились в управляющую компанию «Центр ЖКХ». Работу будет делать управляющая компания, но за счет средств собственников. Частично за счет тех, которые уже собираются, за счет платы содержания ремонта жилья, а частично за счет платы на следующий год по текущему ремонту, если собственники такое решение примут. После того, как наши пожарные органы проведут расследование и дадут заключение о виновных лицах, в результате которых произошел пожар, в общем-то, у управляющей компании есть право обратиться в суд с иском о взыскании тех расходов, которые она понесет для восстановления состояния подъезда первоначально. Ну, опять же, это право управляющей компании. Все будет зависеть, опять же, от желания самих собственников, в том числе, взыскивать или не взыскивать, потому что семья уже пострадала материально довольно-таки серьезно.